Я очень попрошу вас всех, в самом начале попрошу не допускать никакие оскорбления в адрес каких-либо должностных лиц. И дело не в том, что я чего-то опасаюсь, а дело в том, что это никак не вписывается в наш Войнавский кодекс ОНАХ, да и в законы ГОР. Когда человек сидит где-то в интернете под какими-то никами и позволяет себе оскорблять, там неважно, любого должностного лица, начиная от Путина, заканчивая Кадыровым или Калиматовым, это, я считаю, неправильно. Это некрасиво. Поэтому я очень попрошу вас всех, друзья, давайте будем придерживаться вот этой кодекса чести, КОНОВАЛ, и будем придерживаться закона ГОР, потому что у нас никогда кавказцы, не только в войнах, да и все коренные кавказцы никогда себе не позволяли, значит, за спину плохо говорить даже о своем кровнике. Всегда об нем говорили с уважением, хотя это был кровник, и при каких-то обстоятельствах, конечно, кровника ждало возмездие. Тема сегодняшнего эфира – это пропаганда и жертвы пропаганд, так назовем людей, которых им удалось обмануть. Мы начнем с момента возвращения после ссылки в 1957 году, когда создавалась Чечено-Ингушская республика. Она была образована без включения в нее пригородного района и правобережную часть Владикавказа, это исконные ингушские земли. И когда создавалась Чечено-Ингушская республика, все это преподносилось якобы взамен пригородного района, дали 3 района. Это Шелковской, Натеречный и третий сейчас неважно, 3 района Чечня получила. И отчасти это правда. Было постановление Президиума Верховного Совета СССР, Муса Зурабов, общественный деятель, зачитывал ее. Здесь в интернете есть его выступление, где рекомендуется расселить тех, кто проживал ранее в пригородном районе, до выселения, расселить их в вновь добавленных районах. Это отчасти так и есть. Но пропаганда преподносила это так, мол, чеченец подписал, руководители, чеченцы подписали документы, что они согласны оставить пригородный район Осетии, если они взамен получат какие-то земли. Так вот, это все неправда. Почему это неправда? Потому что до 1978 года в Конституции Чечено-Ингушской АСР было написано, что пригородный район является частью Чечено-Ингушетии. Он был включен в состав Чечено-Ингушетии по Конституции до 1978 года. Вот, чтобы вы понимали, мы потом будем детально обсуждать вопросы, если успеем, сегодня даже обсудим, как произошел развал Чечено-Ингушетии в начале 90-х, что этому предшествовало, какие были причины и так далее. Но сейчас я перейду к основной теме. Это тема, которая меня очень сильно волнует. Я начну с того, что вот 30-го была дата трагических событий в пригородном районе, и перед этой датой, где-то числа 20-25, я опубликовал видеоролик, где вначале было выступление Ахмеда Барахоева на суде, где он рассказывал о тех страшных ужасах, которые происходили в пригородном районе. Он об этом говорил на суде, он приводил конкретные примеры. В 1992 году моего родного брата облили бензином и хотели поджечь. А мне сказали, я через 8 дней только его увидел. Я этими руками хоронил врача, детского врача Очакова Хаву. Я этими руками хоронил мужчин, женщин. Я хоронил братьев, которые увидели, когда вытащили голову внутри живота женщины, увидел свою сестру, разрыв сердца, я их обоих похоронил. И после его выступления я запустил дальше в ролик справку Генеральной прокуратуры
который там полностью все это расписано, как это происходило, там все подробности, и эта справка дана правдивая справка. И после того, как я опубликовал этот видеоролик, там, если я не ошибаюсь, всего 2 чеченца оставили комментарий, может быть 3, но не более. Этот факт меня очень сильно расстроил, я был даже удивлен, даже посетили такие мысли, неужели чеченцев не волнует наша трагедия, наша боль? А потом я подумал, может дело в том, что вначале стоял там Ахмед Барахоев, и здесь пропаганда, может быть, поработала, и я решил дальше публикации проводить по пригородному району и смотреть на реакцию. И действительно, так и получилось. В последующих роликах, где не был Ахмед Барахоев, очень много чеченцев оставили свои соболезнования, слова поддержки. И тогда я зашел на некоторые каналы, официальные, неофициальные каналы в Ютубе, и начал смотреть, что говорят про них, про этих лидеров протеста, про тех, кто сейчас находится в заключении. И их всех преподносят как чеченофобов, ярых чеченофобов. Я был очень сильно удивлен, когда против Малсага Ужахова был сделан специальный ролик, где его преподносили как одного из самого главного чеченофоба. Я был просто поражен насчет этого. Я вам сейчас буду показывать сюжеты, выступления на митингах и так далее, и так далее. Но вначале я хочу обратиться к тем, кто с Ингушетии, насчет того, что вот на этом митинге, на прошлом нашем эфире, мне задавали вопрос, почему, мол, ни один чеченец не поддержал нас тогда. Я пояснял, что поддерживали чеченцы, но мы же понимаем, что чем это грозит тем, кто поддержал бы потом, когда они вернутся домой. Давайте я вам сейчас покажу несколько видеороликов. Вот. Но в самом начале, сразу предупреждаю, в самом начале сейчас я покажу вам 2 видеоролика. Здесь будет идти речь о чеченцах, которые поддерживали митинг. Митинг в Магасе против соглашения. وعليكم السلام ورحمة طبعا ايران كان دوز وقت وجد كان دوز حتى حتى سي دوتش دا ايش مدوتش وجد تعرف دوش ما اذا كان سعدي حب احكي الرجل اللي بيحكي ابو او بحث بحث ما رياض نقطش عم بحث ما رياض شيش دوش انا لا تعب. Он говорит, сегодня утром, рано утром сюда приехали братья-чеченцы, чтобы нас поддержать. Вот в таком плане. Теперь еще один ролик смотрим на эту же тему. وين كان حكم ريش واسو سنديا وقول دل وين سنديا ضهلا دوي وس شين خلو يولجا هي وين نوس ديش بوش اوز وينيك عيستا وين ثاني داقلات بهتش بادرياج حن بهتش شي ديزل بهتش شي ديزل هلك دي قير دوج خلو خد وينيك عوتي نو عندنا بريمير صحيح وصل قاصقز 30 روبلي هدي تادوين دا شدوا يا هم يت قدر دي دا سا خلصن سوي نوخشي إيشا. Там было сказано, что одна чеченка дала 30 тысяч денег для поддержания митинга. Я вот вам вначале показал насчет того, что чеченцы поддерживали или не поддерживали митинг. Я вам конкретно показал 2 примера. Теперь мы поговорим о лидерах протеста. И когда будет включаться видео, я вам сразу буду ставить фотографии. Вот как только что ставил Бараха Чумурзиева, я поставил видео и поставил его фото, чтобы кто-то, если не знает этого человека в лицо, чтобы его было видно.
сейчас я вам расскажу про Ахмеда Погорова. Это бывший министр внутренних дел Ингушетии. И пропаганда преподносила так, что якобы Ахмед Погоров сказал на митинге, что весь разврат, который был в Ингушетии, этого разврат завезли сюда чеченские беженцы. И его проклинали, кому не лень, все чеченцы. И если это было бы действительно так, то, конечно, этому нечего было и удивляться, потому что это любого человека могло оскорбить. Но давайте мы сейчас конкретно послушаем, что сказал Ахмед Погоров. Это бывший министр внутренних дел. وسي وين حاجة نوختي رزبرات حاجة يدخل ياها كوش كريدي يرهوس وين وصل دودي يكوش كيرهونه 94 году колонн Ачуашхан по федеральной трассе Бурукал Даята, Танкаш Дол Даята, Дерзин Кюгистан Дуалета, Хун Аштеет, Аден Аштеет, Хамеха Аштеет, Танкаш Тагалани, Божля Сачхан, Вежиди, Яржборха Вежиди, Ярьяха Куч. Кучка Ярханы, 94 году Юдыджа с колонны, это будет Адыгин Аят Ташхан, Руслан Аушу, первый президент. Великий вышел ходы, великий вышел Дурдиан, Биамдыз, Адешкиах Эрне, Адешкиаха, Силова, Сипсал, Аватяшхан, Эзерхун, великий вышел Судуди, Биамдархуз, Эзерхун Кучка, Ают, Кучка людей, если можно их назвать людьми, Аяхов Дурдиз. Я кучка, я теперь мог бы. Кучка людей, Ярхуны, 2000, 200 тысяч, 300 тысяч, Адам Хашдин Шханы, 70-80 тысяч прыгают на Ашбяка, он сказал, уже. Ставропольский край, Дагестан, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, вся Россия, когда отказала вам пускать, выпускать Аншханы, что хажит Аншханы, я верхну кучку людей, что хажит Аншханы. Значит, я поясню, что он говорит. Он, значит, говорит следующее. Когда Кадыров назвал этот митинг типа кучка, он говорит, вот эта кучка говорила тому, речь идет в данном случае о Евкурове, который говорил, что весь разврат пришел из Чечни. Этот кучка, вот эти люди, которые сейчас на митинге, они были против этих слов и говорили, не надо так говорить, вот в таком плане. Но вы сами слышали, что он говорит. Я сейчас продолжу. Рамзан Гундик там Корвеху предатель. Там Корвеху Гошват, что та сел на Авдукаят Ахайны. Так Юнусбек Баматкиревич Евкуров хороший парень, Аяха. Веники вышел Духни Аляхташханы. Веники Мостал Дол. Хала пригородный район, есть Ритяны. Эстигербал, Бесбалитян. Значит, теперь мы поговорим о следующем человеке. Речь идет о Малсаге Ужахове. Вот он. Сейчас посмотрите, пожалуйста, одно видео. У меня есть достоверная информация, что сегодня ночью у меня дома будут происходить обыски, что им дано задание руководством республики в любом случае найти повод для того, чтобы задержать меня и возбудить уголовное дело. Вероятнее всего будет что-то подброшено, или оружие, или наркотики, или что-то еще. Я хочу заявить, когда я организовывал этот митинг, я прекрасно знал, что какие меры за это последуют со стороны власти. Этот человек никогда ни одного слова себе не позволял в адрес чеченцев плохого. Никогда это никогда, он не мог быть чеченофобом, ну это просто глупо. Теперь послушаем Ахмеда Барахоева. Что говорит Ахмед Барахоев о чеченцах? شنبوغ بركة يخل شغل داخل ده أمر حي أمر ده حتجي هر حي أنت أو زهر ده أنت أزد
هنتعيها قنتي ردي أن سراج دينز مصلحة مديادين ديال شدور هذا آخ هنزي أخاشم نوخشي قوم في الجريدة إشت عندي يازم متوني كوشخاني أغري أصلا إشت هاي صار قوز نوخشي قوم نسي سندي حد يعني شو Ну, вы слышите, да? Он говорит, чеченцы наши братья. Об этом я говорил, он говорит, и Матовникову, это тогда был полномочный представитель президента на Северном Кавказе. Давайте послушаем, что говорит муфти Республики Ингушетия. Na hartsak etmek, das kasta diyor, bizim batsı ve lahostani diyor, sen iyi. Вот сейчас он говорит о Чеченской Республике. Он сейчас конкретно будет говорить о чеченцах. Taş meytani diyor, hartsak diyor, ama takka hana, gulukdu, adahırdı, hadakırdı, ızhaviyeçe. Он сейчас говорит о Евкурове. Вот как пришел Евкуров, и он перечисляет, что говорит, что Евкуров говорил ему. Çünkü ama sartuluk biliyordu, gazete jettiş, statiya jettiş, dava sathaştu atın miliyordu. Ay fırlattın, ay vahu için sata, amın sata, na sata, dokku ya hat asıkda. Yani da diyatız, hani ya, so ham dokku alıcı busun. Eğrin yanır seyrin dat, seyrin yanır eğrin dat. Afunu tutuyor. Çünkü yahardı, çünkü dediğinizin fıt. Ne gahsınır? O ادو زکودو ناها قوام واسق ناها تنك واسق از ناها تو تجويتي شورت تحل ارديان يغيت بوشتال زكون قدات سسغا قهم خدات حني ادم داتس سغواتس سجواتي хатсыны валла диyor нет вогвери хояш. Теперь, пожалуйста, послушайте, что сказал в 2002 году Аслан Масхадов. از دکتر وایلنا سوالگای و وجرشن خودتیش تو کرسنو کیچتینرگه. دادیه ها پریگردن رایونیو تخنا دیوانه پچتی دیوانه 40 000 گرگ دیوانه از پریگردن رایونیر دیوانه ارقیسن. دیگالگای وجری بود تخن دیوانه تخنا پلات کشواش. داوگه نیق بیلتر داوگه کتی جتر نوتیگه نیق بقو داتلوتر. شالا دیوانه، حقوقی آور دیوانه، ویت ایست دوزنس دیوان، پیتنتیز غرچ دیوانه، هر توان بالس دیوان خوری لیرته. ای پروکاتیا شش. آهین شش بخش تگزیگی دخواتیچه، دادیه آور دیوانه، خیری بولش آور، ایق متک استینا خریات دائم همت پیتنا خرد. ایت یوقع باخش و بجری خرد. سندره ویت زغاسقش دابو. ناخچی غلغای قام اتقامدو وینخ اولد غلق دین لیلر موات شادرگی تعدو خود دایسای قاستوشه تابهنا دوتشه پیتن تسق استیندر ناخچ مرش با چالقای قیچه هینز غلغای تارخ دقاست بیت ایش دایسای قاستن چخینا ها تلات قوسنا دوز قوسنا ایش غوشن کوچ غربو اقدیانه اشی قام خلق دیردو. هینز دیوانه هینز دیوان غوش توش اشیاء یهو ایپیتن دیوان مت دقیقاً تیگه تا اوی هزلا یعیریات ارتیش دیوانه دیالش خم دوست. سندر وی پوتینی باخ غاز کشکا باخ. ویناخ بو. تو بجریدو. تو بجرید سخیل چی تدو. خود دق استنا دات یک استر دات. خود دایس یک استو یوش دات یه دیوانه یوخ وابش خدیت یوش دات. این سوخ نخچه چه دل حال دیوان نیستی نمدول نیه. خود چورار مستق آراویه کن. دلم اولا. خیلی جرس دگادول. خود سا خیردو. خود شقیت خیردو. نخیر دات غاسقی سیناریت. منافقی سیناریت. تخش دقادول تخش أولاين تيجح بولش وجرشكا خاتل خزح بولش وجرشكا خاتل تأخر. Теперь насчет провокаторов, которые говорят, помогали ингуши, не помогали ингуши, давайте послушаем, что по этому говорит сам Масхадов. Когда на глазах сотнями тысячами убивали людей, весь мир закрыл глаза на это. Бусол бежерш, ал-Саумахадар, Масана дерез хильшин. Бокбал, ваймахкан тебианчхена, Хонюхе дахитен, Хавижрихил, Герскарлят,
Ametya ugur halakt onda boldeler. İsnoçi makçu eskerdali. Ametya gayter ugur halak. Çım var ve atam kardatsın. Soçaş yanmalı oluyor. Daima huzur hayok. Ve turpulk enti tonyo khasiga atamya bar. Yochant, molchant, eyochant. Deş daant, laant, oilant. Daima şu tonyo khadi kharton. Sunder och mayr bortastom. Делерез хевшен масарна ишт вежрихе в цалатер далмола вай вежриду дайма хериду вай цаду дар это бойлетля. А теперь мы с вами поговорим в момент разгона митинга. Там один человек кричит. И кажется, как будто бы он говорит «нохчи бэш, нохчи бэш». Чеченцы это все преподнесли так, как будто бы ингуши бросились на ОМОНовцев только, прикомандировали ОМОНовцев только потому, что узнали, что они чеченцы. Давайте мы сперва послушаем, как это было. Я вам покажу сам момент. Все, еще раз слушаем, что он говорит, вот этот парень. Еще раз повторяю. Он говорит, лачкаш-бахкаш, лачкаш-бахкаш. То есть они прячутся. Речь идет об этих прикомандированных силовиков. Этот парень кричит, они и так закрылись, они хотят уйти, оставьте их в покое. Никакого слова чеченец там нет. Еще раз повторяю, вот этот момент. Теперь я вам покажу фотографии, несколько фотографий. Посмотрите, пожалуйста, на эти фотки. Видите, что там написано? Теперь давайте мы расставим некоторые точки над всеми «и». Начнем мы с последнего сюжета. Когда этот парень кричит «лачкаш-бахкаш, лачкаш-бахкаш». Это преподносили, об этом даже Шевченко говорил, кто-то из чеченцев скинул ему этот ролик и перевел ему это так, как будто бы он кричит «нохчи бэш, нохчи бэш». И Шевченко тоже напал на ингушей. Напал, я имею в виду в кавычках. Я сейчас, может быть, выражусь грубо, но «нохчи бэш яхи». Даже «галгашк алхамдас», «ханя чуцик и бахка, нохчи гулухдас, качар гулухдас». Я ни в коем случае не поддерживал Кабардино-Балкарий Баха Галгаиху. Даху Ашак, когда он показывал Масхадова, помните, что он сказал? Он сказал, это 2002 год, здесь они создадут очаг напряженности между чеченцами и ингушами по вопросу границы, при этом не будут решать главный вопрос с пригородным районом. Масхадов уже не был ясновидцем. Знаешь, какая-то информация у него была. Значит, какие-то беседы с ним уже велись. А теперь, касаясь вот, лидеров протеста, вы слышали, что сказал Ахмед Барахоев про чеченцев, вы слышали, что сказал Малсык Ужахов, вы слышали, что сказал там Ахмед Погоров насчет разврата. Он просто сказал, что эти слова, когда говорились, мы были против. Вы слышали, что сказал, значит, муфти Ингушетии. Да, друзья, я сегодня затронул непопулярную тему. Я знаю, многим, может быть, не понравится мой разговор. Но я из тех, кто не привык врать. Я, если буду говорить, я всегда буду говорить правду. И если я буду говорить только тогда, когда я 100% знаю. Я вам не просто сказал, я вам показал. Я вам показал видео, я готовился к этому эфиру, поэтому вот... Я надеюсь, после этого сегодняшнего вот этого вступительного момента у многих наших братьев из Чеченской Республики изменится мнение. Касаясь митинга, никто не имеет права, ни один человек на свете, в том числе и чеченцы, не имеет права обвинять или ставить это в упрек ингушам, потому что ингуши требовали соблюдать закон и Конституцию. Закон Российской Федерации и Конституцию Республики Ингушетия. Попрана была Конституция, попраны были все законы, в тайне велись какие-то
подготовки к соглашению, в наглую ввелась с экрана ложь, лилась. И как результат, вы знаете, чем это все закончилось. Закончился митингом и сменой руководства Республики Ингушетия. Касаясь вопроса границы между Чечней и Ингушетией, я не буду давать никакую оценку. Я свою позицию еще высказал в 2020 году, 26 сентября, ровно через 2 года, как было подписано это соглашение. Этот ролик есть у меня здесь на канале. Это называется админ канала Войнярдог о соглашении от 26 сентября 2018 года. Там я сказал, что я придерживаюсь того, что было сказано Советом старейшин, представителями всех тейпов Ингушетии, которые сказали, мы не признаем вот это соглашение. Мы, если будем и определять границу, то будем это определять честно, с привлечением специалистов, с привлечением авторитетных алимов, с соблюдением всех необходимых правил, норм, как родные братья. Поэтому здесь мне нечего добавить, да и я никто в этом плане что-либо от себя говорить или не говорить по этому поводу. Это касаясь соглашения. Я также скажу, что здесь же речь шла не настолько об этом соглашении, когда люди вышли на митинг. Дело в том, что Евкуров же открыто заявил, что он будет готов подписать соглашение с Осетией, и он готов подписать документы в пределах той границ, которые уже сложились. То есть Евкуров был готов. И он об этом открыто говорил по телевизору, в интернете, это видео было, что он готов подписать это соглашение в пределах устоящих границ. То есть наплевав на закон о реабилитации на репрессивного народа, наплевав на мнение и чувства всех ингушей, абсолютно всех, включая его однотейповцев. То есть он наплевал на все, и он готов подписать вот это соглашение. И ингуши, когда вышли на этот митинг, они в первую очередь поэтому туда вышли, чтобы там не посмели. И мы понимали, что это только начало, что это была только репетиция. Вот и все. Здесь не надо ставить никому в упрек, выходили ингуши на митинг, не выходили. Точно так же никто не имеет права упрекать чеченцев. Я имею в виду народ чеченский, ни в коем случае. Народ тут ни при чем, поймите вы, наконец. Вы мне скажите, когда подписывалось это соглашение, чеченцы знали об этом? Простые чеченцы? Нет, конечно. У них спрашивали об этом? Нет, конечно. Никто, ни у кого ничего не спрашивал. Поэтому давай, я знаю очень многих чеченцев. И в Астрахани, и здесь в Ингушетии. И когда я выезжаю в Чечню, валлахи, баллахи, таллахи, я клянусь вам, ни один человек мне не сказал, что его радует это соглашение. Все говорят, вы не ищешь хамда царесон. Вы не ищешь дарс, сдуазуниш, ижлятыш, иш оусмыш, дизы цервей.